Это игра «Ума палата». 2 года назад московская студентка Екатерина Чучелина стала обладательницей весьма внушительной суммы в 56 миллионов рублей. Эти деньги она выиграла в лотерею. Согласно правилам этой лотереи, обладателем суперприза становился игрок, угадавший все номера выпавших бочонков или ни одного. Так уж получилось, что Екатерина не угадала ничего. Каким образом сложится судьба наших сегодняшних героинь, которых также зовут Екатерина, узнаем прямо сейчас. Игроки, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Амдулаева, я являюсь пресс-секретарем благотворительного фонда «Харсхал». Здравствуйте, меня зовут Катерина Винокурова, я журналист. Екатерина, каким образом вы учились в школе? Старалась хорошо. Вы закончили хорошо, аттестат с одними четверками и пятерками? Да. Прекрасно. Как вы оцените уровень интеллектуальных способностей вашего оппонента, учитывая, что это ваша близкая подруга? Надеюсь, что он у нас одинаковый. Одинаковый какой? Высокий, средний, оставляет желать лучшего? Выше среднего. Выше среднего. Неплохо. Катерина, как вы учились в школе? Достаточно хорошо. Какой предмет был ваш любимый? Наверное, русский язык. Да, учитывая, что в последующем вы поступили на журналиста, и мы учились вместе. Между прочим, в игре у нас сегодня играют две Катерины. Я позволю себе обратиться к вам как к Кате, а к вам, Екатерина, как к Екатерине. Итак, игра сегодня покажет, сможете ли вы побороться за главный денежный приз игры «Ума палата». Это 100 тысяч рублей, верно ответив в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в 1-м раунде. Игроки, приступайте. Так. Прекрасно. Катя, вы получили преимущественное право ответа в 1-м раунде. Верните шары на место, и мы будем начинать. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. 1-й раунд длится 2 минуты. Вопросы задаются по очереди. Первой начинает Катя. Катя, к какой части речи относится слово «красиво»? Наречие. Верно. Екатерина, что длиннее, катет или гипотенуза? Гипотенуза. Верно. Катя, в какое море впадает река Енисей? Карская. Верно. Екатерина, инфузория туфелька – это двудольное растение, моллюск или одноклеточный организм? Одноклеточная. Верно. Катя, как называется выступающая часть суши с 3 сторон, окруженная водой? Остров. Полуостров. Екатерина, при каких условиях в жидкости или газе прекращается броуновское движение частиц? Состояние покоя. Оно никогда не прекращается. Катя, какая из планет Солнечной системы наиболее удалена от Солнца? Пас. Нептун. Екатерина, что нужно сделать с делителем при делении 2 дробей, чтобы преобразовать это выражение в произведение? Перевернуть. Верно. Катя, кто автор рассказа «Гранатовый браслет»? Куприн. Верно. Екатерина, мужской репродуктивный орган цветковых растений – это? Печенка. Верно. Катя, крупнейшим сражением какой войны стала знаменитая Бородинская битва Отечественной войны 1812 года, Второй мировой войны, Первой мировой войны, Русско-японской войны? Первый. Отечественной войны 1812 года. Екатерина, с какой стороны пешеход должен обходить трамвай, следуя им? Спереди. Верно. Катя, какой газ является самым легким? Жидкий. Водород. Екатерина, как называют сезонные ветры, меняющие направление дважды в год? Пас. Муссоны. Катя, сколько композиторов объединила знаменитая могучая кучка? Пас. 5. Екатерина, в каком рукаве Млечного Пути расположена наша Солнечная система? В правом. Рукав Ориона. Катя, что не требует доказательства? Аксиома, постулат, оба варианта? Оба Варианта. Екатерина, сколько игроков от каждой команды находится на площадке во время игры в волейбол? 7. 6. Катя, сколько суффиксов может быть в слове? 3. Верно. Екатерина, что измеряют с помощью манометра? Пас. Давление жидкости или газа в замкнутом пространстве время вышло. Общая статистика 1-го раунда выглядит следующим образом. Всего за 1-й раунд я задал вам 20 вопросов. При этом Катя дала 5 правильных ответов, а Екатерина также 5. Это означает, что объявляется дополнительный раунд, в котором отсутствует ограничение по времени, есть время подумать.
Мы играем по принципу пенальти до первой ошибки игрока. Первой начинает Катя по преимущественному праву первой игры. Катя, совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям, называется... Этикет? Это правильный ответ. Да. Екатерина. Имя автора слов песни Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни». Не смогу ответить, пас. Правильный ответ – Булат Акуджава. По результатам дополнительного раунда право преимущественного ответа во втором раунде сохраняется за Катей. Второй раунд длится также 2 минуты. Переход хода осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, дающий всегда правильные ответы, не оставляет своему сопернику ни единого шанса для ответа на вопросы. Катя, сколько прожил Робинзон Крузо на необитаемом острове? 27 дней. 28. Екатерина, кем был злой волшебник, создавший зеркало, осколок которого попал Каю в сердце и глаз в сказке Андерсона «Снежная королева»? Тролль. Верно. Катя, Екатерина, какой из этих материков самый маленький по площади? Антарктида, Австралия, Африка, Северная Америка? Австралия. Верно. Екатерина, если смешать синюю и красную краски, то какой цвет получится? Коричневый. Фиолетовый. Катя, какой по счету планетой от Солнца является Земля? Пас. 3. Екатерина, назовите автора поэмы «Анна Снегина». Пас. Сергей Есенин. Катя, какого бунта не было в истории России? Медного, пенькового, соляного, хлебного? Пенькового. Да, верно. Катя, кто автор сказки «Кладовая солнца»? Пас. Пришвин. Екатерина, Лонгрен из «В алых парусах» Александра Грина. Это? Отец. Верно. Екатерина, как называется знак корня в алгебре? Пас. Радикал. Катя, кто открыл Антарктиду? Пас. Беллинсгаузен и Лазарев. Екатерина, назовите фамилию мужа Надежды Крупской. Ленин. Верно. Екатерина, какая партийная кличка была у Владимира Ленина? Пас. Старик. Катя, всем известно выражение «беречь как зеницу ока». Но что такое зеница ока? Зрачок, хрусталик, Зрачок. века, сетчатка. Зрачок, верно. Катя, откуда ждут ревизора, который должен прибыть инкогнито в одноименной комедии Гоголя? Петербург. Верно. Катя, Сократ занимался этим, чтобы обострить мысли. Гораций так лечился от тяжелой болезни. А Суворов, Пушкин и Толстой были просто большими любителями этого. Чем они занимались? Пас. Ходьба босиком. Екатерина, если перевернуть российский флаг вверх ногами, то флаг какой страны получится? Пас. Сербии. Катя, кто из литературных персонажей спас 18 голубей и воробья во время пожара? Пас. Дядя Степа. Екатерина, в каком месяце состоялась битва на Чудском озере? Февраль. В апреле. Время вышло. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. По результатам второго раунда я задал вам 19 вопросов. При этом Катя дала 3 правильных ответа, а Екатерина – 4. Катя, это означает, что для вас игра сегодня завершилась. Тем не менее, я хотел бы у вас спросить, почему так получилось, что вы проиграли своей оппонентке, учитывая, что она оценила ваш уровень интеллектуальных способностей соразмерный собственному? Всего до 1 балл. Я думаю, это не страшно. Да, это действительно не страшно, потому что здесь много еще решает и момент удачи. Сегодня она, к сожалению, оказалась не на вашей стороне. Были ли вопросы интересные, может быть, неожиданные? С какими-то вопросами вы готовы были бы поспорить? Поспорить, наверное, нет. В принципе, все устроило. Как вам игра? Было интересно. Прекрасно. А нам тоже было с вами интересно. Спасибо Спасибо. за игру. Спасибо, Катя, удачи. Спасибо. Екатерина, каким-то образом вы специально готовились к игре? Это наш традиционный вопрос. Мне кажется, это удача, что такие вопросы. Что только 1 балл отделил вас от Кати. В том числе. Екатерина, ровно 1 минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума палата». Это 100 тысяч рублей. Екатерина, кому принадлежит выражение «краткость, сестра таланта»? Пас. Чехов, какой из перечисленных животных пресмыкающийся? Лягушка, хамелеон, тритон, саламандра? Так, хамелеон. Верно. Какое общее название у земной коры и верхней части мантии Земли? Пас. Литосфера. Сколько звуков в слове «постель»? 6. Верно. Какой предмет хранила говорящая голова из поэмы «Руслан и Людмила»? Меч. Верно. Какой из океанов самый холодный? Тихоокеанский. Северный и ледовитый. Каким животным было серебряное копытце из сказа Бажова?
Коза, козел. Верно. Перед вами пони в ожидании жеребенка, как назовем это животное, в сложившихся обстоятельствах. Беременный пони, беременная пони, беременная пони. Беременная. Беременный. В клетке содержится около 2000 митохондрий. Назовите главную функцию митохондрий. Восстанавливаться. Снабжать клетку энергией. Где находится самая широкая река в мире? Египет. Южная Америка. Какая из этих физических величин не имеет единиц? Инертность, сопротивление, удельный вес. Удельный вес. Правильный ответ – инертность. Время вышло. За время третьего раунда я задал вам 11 вопросов. При этом вы дали 4 правильных ответа. Для вас игра закончилась. Какие были ваши ощущения? Понравилось ли вам у нас? Да, очень понравилось. Всегда интересно поучаствовать в таких викторинах. Имеется ли у вас опыт игры в интеллектуальные игры, в квизы, телевизионные какие-то передачи? В квизы мы иногда любим с друзьями посещать. Являетесь ли вы любительницей интеллектуальных телевизионных передач? Но насчет этого бы я не сказала. Тем не менее, вы играли сегодня весьма неплохо. Однако в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20, и поэтому сегодня мы вынуждены с вами прощаться без надежд на приз. Спасибо за игру. До свидания. До свидания. Это игра «Ума Палата». Игра, в которой 100 тысяч рублей может выиграть любой, кто является азартным, удачливым и, конечно же, эрудитом. Продолжим знакомиться со следующими игроками. Это игра «Ума Палата». Представляю вам игроков, которые не побоялись прийти на нашу передачу. Они азартны, умны и, возможно, безрассудны. Однако, быть может, именно эти качества позволят им сегодня победить в нашей игре. Узнаем прямо сейчас. А пока что познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Меня зовут Нестер Пахомов, работаю в парламенте республики. Элина Вензель, блогер. Элина, имеется ли у вас опыт участия в интеллектуальных играх? Нет, я участвую впервые и очень волнуюсь. Это ваш первый опыт? Да. Хорошо. Какой бы вы могли дать совет самой себе, чтобы сегодня выиграть в этой игре? Совет не волноваться и быть максимально сконцентрированной. Отлично. Нестор, как вы учились в школе? Средний. Среднее это значит что? На Какие твердую были тройку. оценки? На твердую тройку. На твердую тройку. Прекрасно. Как сегодня настроены на игру? Отлично. Скажем сразу честно, кто умнее, вы или ваша супруга? Супруга. Умнее. Она отличница была. Ага. Да. То есть, если вы сегодня проиграете, вам будет не стыдно проиграть такой Конечно, умной вообще женщине. без проблем. Хорошо. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы побороться за главный приз 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик, в нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. Нестор, вы получили преимущественное право, теперь вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первый начинает Нестор. Итак, первый раунд. Нестор, подберите синоним слова «алый». Не знаю. Красный. Элина, на сколько единиц надо увеличить 8, чтобы получилось 13? Ой, пас. 5. Нестор, закончите пословицу «работа не волк». В лес не убежит. Верно. Элина, что не относится к физическим явлениям? Нагревание воды, отношения между людьми, притягивание предметов, работа рычага. Отношения между людьми. Верно. Нестор, в клетках растений, в отличие от животных, происходит дыхание, выделение, питание, фотосинтез. Да, пас. Фотосинтез. Элина, какие прямые никогда не пересекутся? Касательные, параллельные, перпендикулярные. Параллельные. Верно. Нестор, как называется жидкий металл? Ртуть. Верно. Элина, как называется оболочка Земли, которая населена живыми организмами? Биосфера. Верно. Нестор, какой из перечисленных жанров не относится к фольклору? Былина, рассказ, частушка, сказка. Рассказ. Верно. Элина, в каком году была написана поэма Пушкина «Полтава»? Так, 1828. Верно. Нестор, какая из этих фигур не бывает прямоугольной? Трапеция, пирамида, треугольник. Треугольник. Никакие.
Элина, какой бог Древнего Египта осуществлял суд над душами умерших? Осирис. Верно. Нестор, где прошло детство Пушкина? В Москве. Верно. Элина, какой объем одного моля газа? Пас. 22,4. Нестор, какие из перечисленных островов входят в состав России? Шпицберген, Алеутский, Северная земля, Марианские. А входят Алеутский и Север. Северная земля. Элина, какой закон физики иллюстрирует фразы «не пнешь, не полетит»? Пас. Первый закон Ньютона. Нестор, что такое хламида монада? Бактерия, клетка, вирус, водоросль. Вирус. Водоросль. Элина, в каком году был подписан Столбовский мир? 1670? В 1617 году. Время вышло. Первый раунд завершен. И общая статистика первой игры выглядит следующим образом. Всего за первый раунд я задал вам 18 вопросов. При этом Элина дала 5 правильных ответов, а Нестор 4. Элина, вы представились как блогер. Расскажите нашим телезрителям, чем вы занимаетесь, что вы снимаете. Я снимаю контент для бизнеса и для блогеров. Также я веду свой тематический блог про контент. И, в общем, да. Ваш супруг сказал, что вы были отличницей в школе, это так? Да. А на кого вы учились? Я училась по специальности государственное и муниципальное управление. 5 правильных ответов. Вы довольны этим результатом? Ну да, учитывая, что нужно думать очень быстро, я думала, будет меньше. Нестор, пока что действительно троечник уступает отличнице. Вы своими ответами довольны? Нет. 4 правильных ответа для вас это мало. Конечно. Были вопросы, на которые вы знали ответы, но дали неверные ответы, либо сказали пас? Нет, просто у Элины были вопросы, которые я точно знаю. Например? Например, ну вот с историей, допустим, Столбовский мир и этот 1828 год, это вот написание Пушкина. Да, с историческими... Да, с исторической, потому что я как по образованию историк, поэтому не повезло. Да, в действительности ваша супруга блещет познаниями в области истории и даты называет весьма точно, что похвально. Ну а пока что переломный момент. Элина, вы получили преимущество, теперь вы будете отвечать первой на вопросы второго раунда. Второй раунд длится 2 минуты. Переход хода осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, всегда дающий правильные ответы, не оставит своему оппоненту ни единого шанса для ответа хотя бы на один вопрос. Элина, в эпоху какого царя началось книгопечатание? Иван Грозный. Верно. Элина, у кого нос всегда красный? У Деда Мороза. У снеговика. Нестор, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Что это? Не знаю. Теорема Пифагора. Элина, сколько планет в нашей Солнечной системе? 8. Верно. Элина, если 3 кошки могут поймать 3 кроликов за 3 минуты, сколько времени понадобится 100 кошкам, чтобы поймать 100 кроликов? Сколько времени понадобится? 3 минуты. Верно. Элина, кто из маршалов СССР мастерил скрипки? Тухачевский. Верно. Элина, какое путешествие с актером Леонардо Ди Каприо выиграл недавно на аукционе бизнесмен из России? В Антарктику, в космос, в Голливуд, из Петербурга в Москву. В Антарктиду. Космос. Нестор, какая из планет сейчас не считается планетой? Марс. Плутон. Элина, какая из этих птиц умеет летать задом наперед? Калибри. Верно. Элина, как сейчас называется улица в Якутске, ранее известная как Полицейская? Нет, пас. Ярославского. Нестор, сколько глаз у пчелы? 50. 5. Элина, у кого ухо на ноге? Пас. У кузнечика. Нестор, в какой жидкости железо не тонет? В ртуть-то. Верно. Нестор, как называется сетчатая ткань, применяемая как трафарет для вышивания? Канва. Верно. Нестор, как звали французского генерала, именем которого Галифе. назван определенный фасон брюк? Галифе. Верно. Нестор, сооружение для стрельбы по мишеням из ручного огнестрельного и пневматического оружия. Это? Сооружение. Это лук. Это тир. Элина, короткая ременная плеть, называется? Нагайка. Верно. Элина, чему равна четверть часа? 15 минут. Верно. Элина, промысловая рыба, погибающая после икрометания? Кита. Верно. Элина, у кого из животных самая высокая температура тела? Ой, я забыла. Я знала, но забыла. Пас. Правильный ответ – воробей. Время вышло.
А теперь сухие цифры. Всего за второй раунд я задал вам 20 вопросов. При этом Элина дала 8 правильных ответов, а Нестор только 3. Нестор, каким образом вы исключили Марс из Солнечной системы и почему пчелу вы наделили 50 глазами? Марс, я думал, понял, вопрос не понял, типа живущая, обитаемая, короче, планета, я подумал, и то, что ближе. Марс – обитаемая планета? Нет, я думал, из необитаемых планет, какие, короче, я то, что первое в голову Марс и назвал. А насчет пчелы, у мухи сколько там, много же частиц глаз. Элина, сегодня вы доказали, что блогеры могут действительно быть интеллектуалами и поддержали свой статус отличницы. Я думаю, что вашей учительнице не стыдно 8 правильных ответов так держать. Что касается вас, Нестор, то на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо за игру. До свидания. До свидания. Элина, с учетом того, что у вас сейчас 13 правильных ответов, также с учетом того, что третий раунд длится всего лишь 1 минуту, как вы считаете, удастся ли вам набрать 7 недостающих правильных ответов для того, чтобы пройти на следующий этап нашей игры «Ума палата»? Маловероятно, но я постараюсь. Хорошо, желаем вам удачи. Элина, ровно 1 минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума палата» – это 100 000 рублей. Я сообщаю вам и напоминаю телезрителям, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона. Элина, гекта – это сколько? Пас. 100. Столица Канады. Ой, пас. Оттава. 451 градус по Фаренгейту. Это сколько в Цельсиях? Так, 232. Верно. Сколько существует основных законов Ньютона? 7. 3. Какое сражение произошло в 1790 году? Сражение Зиат Измаила. Верно. Какой цвет приобретает фенолфтален в щелочной среде? Малиновый. Верно. Кто такой Святослав Рихтер? Сейсмолог, пианист, художник, шахматист? Рихтер. Пианист. Верно. Какой пролив отделяет Великобританию от Франции? Пас. Ла-Манш. Кто возглавил восстание декабристов, которое состоялось в Санкт-Петербурге в 1825 году? Турбеской. Верно. Какая птица большую часть дороги на юг проделывает пешком? Дорога не пойдет пешком. Пас. Карастель. Имя отца Татьяны Лариной в романе Пушкина Евгений Онегин. Дмитрий. Верно. Выберите правильную форму множественного числа от слова «шило». Шило. Выбрать правильную форму множественного числа. Шил. Правильный ответ – шилья. Время вышло. За время третьего раунда я задал вам 12 вопросов. При этом вы дали 6 правильных ответов, и общий счет за всю игру составляет 19 правильных ответов. Вам не хватило только одного для того, чтобы пройти на следующий этап. Какие ощущения? Я думала, что максимально я отвечу на 5 правильно на 5 вопросов, а тут целых 19, и я думаю, это очень даже неплохо. Это действительно неплохо, и мы рады, что вы сохраняете позитивный настрой. Однако вам не обидно и не жалко, что всего лишь один правильный ответ отделяет вас от статуса игрока, проходящего на следующий этап? В целом нет. Я очень довольна участием в этой программе, и это для меня такой опыт колоссальный, что я принимаю участие в такой интеллектуальной игре, и я в целом очень довольна. Это весьма достойный ответ игрока, который чуть-чуть не прошел на следующий этап. Однако у меня есть небольшая реплика. Если вы смотрели наш прошлый сезон, то в конце, перед финалом, мы также приглашали попробовать себя во второй раз игроков, которые приблизились к заветной цифре 20 правильных ответов. Вы относитесь уже к числу подобных кандидатов. Поэтому я с вами пока что прощаюсь, но ненадолго. До свидания. Спасибо большое. Это игра «Ума палата». Может быть, следующие игроки не упустят своего шанса? Узнаем через неделю.